Вы смотрите программу интервью на телеканале БСТ. С вами Юлия Краснова. И сегодня у нас в гостях генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, академик РАН Айдар Айратович Ишмухаметов. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Чем занимается ваш центр? Это центр изучения полиомиелита. Вы говорили до интервью. Верно? Не подсказывайте. Значит, по определению действительно историческая функция или историческая вообще миссия – это институт полиомиелита. Он был создан под того, чтобы решить проблему полиомиелита. И она была успешно решена. Это одна из таких, скажем так, хрестоматийных успехов Советского Союза в плане науки, в плане. А после этого были ряд существенных таких инфекций, с которыми институт, для которого выработал новые вакцины. Это клещевой энцефалит, это антирабическая вакцина против, соответственно, бешенства. Ну и вот существенным таким, наверное, ярким таким вопросом была война с ковидом, да, когда мы сделали Ковивак, так называемый. Это был один из препаратов, который достаточно успешно помог в борьбе с ковидом. Ну вот, собственно говоря, это тот перечень короткий, который есть. Да. Тем не менее, на самом деле, есть еще ряд вопросов, связанных с экспортом, то есть теми заболеваниями, которые не отсутствуют в нашей стране, тем не менее существенно. Да, это, мы создали вакцину против желтой лихорадки, это крупнейший, так сказать, наиболее большая проблема на сегодняшний день Южной Америки и Африки. И на сегодняшний день успешно уже в течение 10 лет мы поставляем в эти страны наш препарат и являемся одним из 3 мировых поставщиков этого препарата в мире. То есть вот такая базовая история, так сказать, решения наших, собственно, задач и история экспортная, как, так сказать, флагмана, как вы выражаетесь, уже мировой индустрии, вакцинной индустрии. Но одно дело, когда уже что-то произошло, а другое дело работать на опережение. Вот есть ли у вас такие, не знаю, предполагаемые очаги тех инфекций, которые могут уже перейти и на территорию нашей страны? Вот. Такой сложный достаточно вопрос. Дело в том, что да, во-первых, мы не занимаемся эпидемиологией, это отдельная задача. Мы все-таки R&D, так называемый, то есть это фирма, институт, который занимается разработкой и производством. И это замкнутый цикл. Это вот, наверное, одно из наших особенностей, это то, что мы работаем в форме научно-производственного комплекса. То есть разработать и выпустить гражданский оборот. Это отличает, наверное, нас от многих других учреждений. То есть мы не занимаемся в этом плане эпидемиологическими исследованиями. Тем не менее, должен сказать, что, скажем так, переходя в нашу плоскость, нашей задачи, прогнозирование некого заболевания не всегда достаточно для того, чтобы создать новую вакцину. Мы можем об этом думать, но самое главное, самый первичный субстрат для работы – это, собственно, получение штамма от больного человека. То есть где-то должно произойти это заболевание. Да? И если выделен патоген, в этом случае может запуститься, с нашей точки зрения, по нашим платформам может быть запущена работа. Да? Поэтому вот надо поделить вот эти истории, связанные с эпидемиологией и прогнозированием, и с тем задачей, которая должна быть, когда нам необходимо против некого заболевания создать. Нам нужен больной человек или нам нужен выделенный от него штамм. Штамм является первичной историей. То есть все-таки вот первичное – это наличие штампа и наличие человека, который инфицирован уже. Совершенно верно. Ну, сегодня очень мы много говорим о биотехнологическом суверенитете России во время импортозамещения. Как вы справляетесь? Конструкция нашего института, она, в общем, достаточно своеобразна. У нас порядка 50 научных сотрудников, которые не слишком любят называть себя научными сотрудниками, они технологи. И это, в общем, необычность истории. То есть изначально существует задача, которая должна решаться именно технологическими задачами. То есть она не носит фундаментального характера. В этом плане надо делить институты и направления работы как фундаментальные, вот, как исследовательские работы, и, собственно, прикладные. Прикладные работы – это когда изначально разрабатывается технология. Да, есть штамм, но возможно ли и какие средства понадобятся для этого. Вот в этом плане мы были достаточно, может быть, удачливы, потому что мы как раз в это время создавали новый цех для полиомиелита, о чем можем отдельно сказать, мы вот сделали его тоже.
в момент возникновения эпидемии мы были технологически готовы, потому что платформа производства полиомиелита и платформа Ковивака, которую мы сделали, были близки. То есть фактически нам нужно было просто найти новые технологические решения, а у нас уже был некий набор инструментов, приборов, оборудования. Вот это существенно. Он не был исчерпывающим, естественно, это все не так просто, да, но тем не менее это было. И это, собственно, нам позволило в рамках одного института, не прибегая ни к чьей помощи, внутри одного института разработать, произвести и выпустить гражданский оборот. Вот это вот, наверное, то, что мы научились делать. Ну, я не знаю, насколько это корректно, но тем не менее спрошу, над разработкой каких вакцин вы работаете сейчас? Нет, это вполне корректно. Вот, так сказать, здесь, ну, условно, можно поделить на два направления. Одно направление заключается в том, что все вакцины нуждаются в усовершенствовании. Да? То есть, если ты что-то придумал, как Дженнер там 70 лет назад, или, извините, наверное, слишком рано, наверное, но еще немножко раньше он это придумал, вот, это один подход, да? То есть это так называемая homологация. Это когда вы приносите новые технологические решения к известному принципу создания вакцины. Это потому, что мы эволюционируем, и наш иммунитет сопротивляется, и что-то меняется? Ни в коем случае. Просто появляются новые технологические решения. Новые приборы, новое оборудование, да, оно позволяет сделать препараты более эффективными, более чистыми, меньшим количеством осложнений, с большей доказательной базой. Это одно направление. Второе направление – это вот совершенно новое, да, направление. Вот в частности, по решению президента нам был выделен грант по созданию нового поколения вакцин, это так называемые VLP-вакцины. Ну, чтобы не поглубляться в детали, это работа, связанная с выращиванием вакцины, если примитивно можно сказать, на зеленой массе, на растениях. Чем это будет отличаться? В этой ситуации нам не нужен первичный штамм. Это то, о чем вы спрашивали ранее. То есть мы пытаемся смоделировать наличие такого же антигена, да, и вырастить его в большом количестве. То есть это позволяет решить главную проблему, проблему производства. На сегодняшний день очень сложно создавать новые производства, потому что они все становятся, ну, грубо говоря, заразными. Да? Они могут быть опасны для окружающей среды и требуют определенной системы защиты. Так вот, чтобы не создавать такой системы защиты, вообще в целом, современная наука работает над тем, как смоделировать вместо штамма нечто, что абсолютно идентично его антигенному составу, но при этом не способно размножаться, не способно оказывать свой болезнетворный эффект. Вот, собственно говоря, вот это вот мы получили крупнейший грант, наверное, крупнейший за последний год, так называемый грант Велихова, и, собственно, вот президент одобрил эту нашу инициативу. Мы планируем, что мы все-таки с этой задачей справимся. Здесь нет прецедентов, нет мировых прецедентов. Ну, наверное, можно сказать, это тоже небольшой секрет, мы работаем в комбинации с определенными странами БРИКС, те, которые, так сказать, сохранили с нами научными взаимоотношениями, но вся технология, IP, это является отечественной. А я все-таки хотела спросить вот такой человеческий вопрос. Насколько границы, те, что закрыты, мешают общаться, может быть, с коллегами из других стран? Насколько это важно, насколько это повлияло на процесс создания некоторых препаратов? Ну, вы знаете, конечно, общаться надо, конечно, наука является международной, да, но с одной стороны есть два толчка. С одной стороны, так сказать, общение всегда необходимое, ты подпитываешься этим. С другой стороны, если у тебя априорно нет возможности получить какое-то решение, и ты его достигаешь сам, вопрос не в том, что ты решил эту задачу, вопрос в том, что в процессе решения этой задачи ты получаешь новые компетенции. Вот я считаю, что эти новые компетенции мы за последние 5 лет достаточно прилично нарастили. Поэтому тут вот есть двоякая такая история. Я знаю, что вы родом из Уфы. Расскажите, есть ли у вас погруженность в проект Атайсал, что он значит для вас в современных условиях, как вам эта платформа для взаимодействия в целом? Ну, вы знаете, это, наверное, такая человеческая, с одной стороны, история, с другой стороны, действительно, я родом из Уфы, наша семья имеет очень длинную историю, у нас по материнской, по папиной линии известные люди. Один из моих там дедов был председателем даже Совмина, как по-современному говорят, да. И это большая, в общем, вещь для каждого человека. Тот проект, который был инициирован главой Башкирии Ради Фаритовичем, вот,
Мне кажется, что в период, когда вот этот год назван годом единства, единства не может быть, если мы не признаем свою собственную идентичность и свои маленькие корни. Вот я бы так сформулировал. Поэтому, конечно, это близко и мне, и я считаю, что это такая хорошая история, и не слишком пенсионерская, она такая... Есть чувство удовлетворения какое-то, да, есть какое-то продолжение. Вот, например, существует Уфимский завод, принадлежащий Фармстандарту. Оказывается, мой дедушка, один из моих дедушек, был там когда-то замдиректора этого завода. Вот она спираль, которая повторяет какой-то цикл, времени. Да, виток времени, да, вам виднее, как это сформулировать. А видите ли вы точки соприкосновения между возможностями вашего института и потенциала Республики Башкортостан? И в чем? У нас есть несколько точек. Вот я уже упомянул об этом заводе, потому что он все-таки вакцинный завод, да, и, скажем так, мы подступаемся, возможно, к руководству завода с тем, чтобы были так сказать, совместные точки соприкосновения, потому что вакцины – это вещь такая, они должны быть комплексные, то есть одно предприятие разрабатывает одни, другое другие, то есть разные компетенции, и это, безусловно, нормальная история. Вот. Что-то вы еще сказали? Ну, может быть, какие-то потенциальные проекты и взаимодействие с вузами республики. Да, и еще, значит, вот, например, мы сейчас работаем над вакциной от геморрагической лихорадки, да, которая является такой для Башкирии такой большой бедой. Она, может быть, не слишком распространена, с очень высокой смертностью. Да. Вот я тоже считал бы, что это в какой-то мере там, мой долг самый, вот, сделать эту вакцину. Она у нас уже, в общем, близка к завершению. Это как пример уже, скажем так, регионального такого взаимодействия. А так здесь великолепный совершенно медицинский институт, и мы сегодня встречаемся с руководством, и я уверен, что что-то мы придумаем. И наверняка взаимодействуете с научным сообществом республики. Ну, безусловно, все, что вы подсказываете, мы делали и будем делать. Спасибо, что вы в этом направлении тоже работаете. Это дает нам информационный повод приглашать вас снова и снова в гости. Да. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое, что пришли, что нашли время, и успехов в работе. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа интервью на телеканале БСТ. До встречи в эфире.